В республике стартовал месячник «Белая трость», приуроченный к Международному дню слепых. О том, как в Хангаласском улусе проходит мероприятие по реабилитации людей с проблемами зрения, расскажет Виолетта Засимова. Целью месячника «Белая трость» является привлечение внимания общественности к проблемам и достижениям людей с ограниченными возможностями. В рамках месячника в селе Актемцы члены Хангаласского общества слепых встретились с сотрудниками Республиканской библиотеки для слепых и посетили библиотеку-архив первого президента республики Михаила Николаева. С 2000 года, чтобы охватить наибольшее количество незрячих, мы, проживающих в улусах, мы начали обслуживание читателей уже на основании договора. По этому договору мы отправляем книги, проводим различные досуговые мероприятия, например, вот литературные викторины проводим, разные конкурсы проводятся заочные, вплоть до читательских конференций мы проводили. Развитие компьютерных технологий открыло уникальные перспективы для незрячих людей по предоставлению им информации. Собравшимся членам общества слепых была продемонстрирована так называемая тифлотехника. В нашей библиотеке есть специальный класс, своеобразный компьютерный класс. Там проходят люди обучение. Там же они могут прийти и воспользоваться подобным рабочим местом. Сканер Perl. Он позволяет сканировать книжки, любой текст. Этот текст потом вы можете услышать с вашего персонального компьютера, ноутбука. Монитор Брайля. Это устройство позволяет вам прочитать текст, который вы видите на компьютере. Совместно с программой озвучки очень легко люди, которые владеют языком Брайля, могут прочитать все, что происходит на мониторе. От интернета до чтения простого текста. Хангаласское общество слепых 13 ноября этого года празднует 60-летие. На данный момент в обществе состоят 115 человек, 7 из которых дети и 24 человека абсолютно лишены зрения. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК «Саха», Хангаласский улус.